Так полицейские из Ханты-Мансийска радуются своему новоселью. Квартиры в доме по улице Елены Сагандуковой получили сотрудники управления МВД. Многие из них раньше были вынуждены снимать жилье, а на это тратилась львиная доля семейного бюджета. Наталья Королева в полиции 15 лет, и несмотря на молодость, она уже подполковник. Это небольшая квартира, ее первое ведомственное жилье. Вместе с мужем она 3 года назад приехала из Ставрополя работать в столицу Югры. Мы планируем расширить нашу семью, пополнить детишками. Да, раз как бы до этого не получалось, не было жилья, не было все время переезды с одного места на другое. Ну, надеюсь, что эти стены наполнятся скоро детским смехом. Строительство общежития велось более 3 лет. Из бюджета округа было потрачено 265 миллионов рублей. В рамках программы профилактики правонарушений в Югре в следующем году планируют сдать еще одно аналогичное общежитие в поселке Белый Яр площадью более 13 тысяч квадратных метров. Открывайте, приглашайте в гости. Мужчины, зайдите, пожалуйста, первыми в мой дом. Все квартиры практически одинаковые по планировке и площади. Комната, небольшая кухня, достаточно удобная прихожая, объединенный санузел. Для обычной семьи из мужа, жены и ребенка это вполне комфортный вариант. Это наша туалетная, комната гигиеническая, пожалуйста. Я не знаю, правда, еще, наверное, нет уже, и вода есть, все есть. Там поворачивайте краники, и все работает. Все работает, все замечательно здесь. Рядом с домом современная площадка для детей и место отдыха для их родителей, просторная стоянка для автомобилей. Инфраструктура вполне развита, неподалеку несколько торговых центров и остановки общественного транспорта. Сегодня благодаря усилиям, прежде всего, губернатора, правительства округа, сегодня мы проводим первые, скажем так, входим в тот дом, в котором вы будете жить, в котором вы будете получать удовольствие, отдыхать и с новыми силами идти на службу. Полицейским окружного центра руководство управления выделило 50 квартир. Но они, к сожалению, не покрывают все потребности. Так что городским защитникам правопорядка остается надеяться на строительство еще одного такого общежития. Оксана Шуман, Виктор Зелинский, телевидение Ханты-Мансийска.